Учеба закончилась, дети на каникулах, а Минобразования больше нет. Система разделена. Теперь Министерство просвещения под руководством доктора Кендирбаевой будет заниматься школами и детсадами, а Министерство науки и высшего образования под началом Бахтияра Урозова вузами и наукой. Но что интересно, инициатором этой реформы стал не министр образования, не президент и даже не глава Кабмина, а Төреға Жогорку Кеңеша Нурланбек Тургунбекулу. Тогда на эту идею мало кто обратил внимание, потому что в обществе стоял совсем другой вопрос. А не упразднить ли Минобразование вообще? Ведь весь груз системы образования несли родители и учителя. Но прошло всего несколько месяцев, и вот самая невероятная идея стала реальностью. Теперь у нас два министерства. Одно будет учить детей, печатать книги, другое будет продвигать науку и высшее образование. Разделение – это лишние затраты бюджетных денег, новые рабочие места для своих, наверное, скорее всего. Поэтому я категорически отрицаю. Вообще в советское время так и было. Два министерства было. Я считаю, что правильно. Главное, чтобы работало это эффективно. Нужно верить в это, и это будет работать. Два ведомства, чем они будут заниматься? Практически это образовательный процесс в любом случае. Успеет ли Министерство просвещения подготовиться к учебному году нормально? Большой вопрос, потому что реорганизация ведомства – это большой и сложный процесс. Нужно утвердить штат, структуру, нанять сотрудников, распределить кабинеты между чиновниками в конце концов. И все это будет стоить для бюджета немалых денег. А между тем учебный год начнется всего через пару месяцев. Но проблема даже не в финансировании или менеджменте, ведь при должном подходе эти вопросы можно решить довольно быстро. Главная проблема в другом. Система образования слишком уязвима. Например, в марте этого года Камчибек Ташиев выступил против 12-летнего образования, и министерство тут же изменило планы. Одно заявление сверху, и все меняется моментально. И здесь остается только гадать, кому еще в голову придет новая идея. Пока чиновники обещают полет в стратосферу, главным остается вопрос, а куда летит само образование?